Интервью в студии Кристина Якупова. В республике в этом году собственники почти 3500 объектов недвижимости будут платить налог на имущество в размере произведения налоговой ставки и кадастровой стоимости объекта. В Минимущество сформирован перечень таких объектов, большая часть из которых расположена в столице региона. По каким критериям эти объекты отобраны в данный перечень, мы узнаем у гостей студии Ольги Атласовой, заместителя директора Центра государственной кадастровой оценки. Ольга Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. В Якутии сформирован перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Расскажите про новый налог, когда он вводится и для кого. Действительно, с 2023 года, в соответствии со статьей 378 прим. 2 Налогового кодекса Российской Федерации, у нас на территории республики вводится новый порядок исчисления налога на имущество, исходя из кадастровой стоимости. Это касается именно объектов под торговлю и под бытовое обслуживание и административно-делового назначения. По новому порядку налогообложению будут подлежать объекты, которые были включены в специальный перечень. Специальный перечень он будет формироваться ежегодно и утверждается правительством Республики Саха-Якутия. А какие этапы введения нового налога в Якутии? Да, действительно, новый порядок он будет вводиться у нас поэтапно. Первый этап у нас будет в 2023 году. Налогообложению будут подлежать объекты только под торговлю и бытовое обслуживание. И объекты, расположенные на территории 5 населенных пунктов, с численностью населения более 20 тысяч человек. То есть у нас попадают город Якутск, города Мирный, Нерюнгри, Алдан и Ленск. Второй этап у нас начинается в 2024 году. Будут также подлежать объекты под торговлю в этих 5 населенных пунктах, и к ним еще прибавятся объекты административно-делового назначения. Третий завершающий этап у нас начнется в 2025 году, то есть облагаться налогом будут объекты под торговлю, бытовое обслуживание и административно-делового назначения уже на всей территории республики. Тогда на первом этапе какие именно объекты подлежат налогообложению от кадастровой стоимости? Что подразумевается под торговыми объектами? Если смотреть конкретно, какие объекты у нас включаются в этот перечень, то это вот объекты под торговлю, то есть это у нас магазины, торговые центры, ларьки, киоски, также объекты придорожного сервиса, это у нас автозаправочные станции, автомойки, автосервисы, автосалоны. Также подлежат налогообложению по новому порядку объекты общественного питания, это у нас рестораны, кафе, столовые, также объекты бытового обслуживания, то есть это у нас ателье, прачечные, парикмахерские, общественные бани и также вот пункты проката. Нужно отметить то, что перечень у нас формируется по данным Единого государственного реестра недвижимости, то есть именно по назначению, который был указывается в данных ЕГРН, в сведениях об объекте недвижимости. И в перечень включаются объекты по двум критериям. Первое – это если непосредственно само здание или помещение имеет назначение под торговлю, или там общественно-административно-деловой центр. Или же, если этот объект недвижимости, здание, помещение, сооружение расположено на земельном участке с видом разрешенного использования под торговлю. То есть вот у нас два таких критерия включения объектов. А как можно проверить, попал ли мой объект в перечень? В настоящее время у нас Минимуществом совместно с Центром государственной кадастровой оценки сформирован предварительный перечень объектов недвижимости, который будет облагаться с 2023 года. Перечень для ознакомления и приема замечаний у нас размещен на сайте Минимущества и Центра государственной кадастровой оценки. На сайте Центра мы разработали такую интерактивную таблицу, по которому можно легко сделать поиск по кадастровому номеру объекта недвижимости, либо по его местоположению, по адресу.
А что делать, если не согласен с фактом включения или не включения в перечень? Правообладатели объектов недвижимости, да, и в случае несогласия, включения, да, или наоборот не включения их объекта в этот перечень, они могут обратиться с заявлением в адрес уполномоченного органа, это Министерство имущественных и земельных отношений. Заявления они у нас рассматриваются межведомственной комиссией, да, по установлению вида фактического использования объектов. К заявлению можно приложить, ну, то есть обязательно прикладываются у нас правоустанавливающие документы, да, удостоверяющие личность гражданина, если это гражданин обращается, или выписки из ЕГРЮ или ЕГРИП, да, если это организации. К заявлению также можно дополнительно приложить какие-то фото или видеоматериалы, доказывающие, что фактическое использование объекта, да, например, если объект используется как под производство и попал в перечень вот объектов под торговлю, то есть он может там, на видео снять, фото сделать и приложить эти документы к заявлению. Заявления они у нас принимаются на бумажном, на электронном носителе, можно их принести лично или же направить в почтовом направлении. А что делать, если мой объект не подходит по критериям для включения в перечень, при этом ежегодно туда попадает? Что нужно для этого сделать? Действительно, у нас уже такие случаи есть, да, так как новый порядок должен был вводиться у нас с 2022 года, но был перенесен на 2023 год. И получается, у нас уже был предварительный перечень на утверждение в прошлом году. И в прошлом году вот у нас были такие случаи, что правообладатель, допустим, вот объекта под производство, да, его объект попал, так как у него земельный участок, был с видом разрешенного использования под торговлю. Вот. И правообладатель подает заявление в адрес Минимущества, межведомственная комиссия рассмотрела его заявление, установили факт, что действительно объект используется под производство, и этот объект он был исключен из перечня вот, по новому порядку. Да? Потом в этом году у нас, получается, уже перечень формируется на 2023 год, и, соответственно, формируется новый перечень. И в новый перечень этот объект снова попадает, так как он попадает по критериям формирования перечня. Да? И поэтому вот во избежание вот таких случаев мы призываем всех правообладателей проверять данные о своих объектах в Едином государственном реестре недвижимости. То есть проверить назначение объекта, соответствует ли он фактическому его использованию. И тогда такие случаи у нас не будут повторяться. И внесение изменений в данные Росреестра, в данные ЕГРН, да, можно внести путем подачи заявления в сам Росреестр, либо же через офисы «Мои документы». А какой порядок формирования перечня и сроки его утверждения? Перечень у нас формируется Минимуществом, да, как уже говорила, совместно с Центром государственной кадастровой оценки. В начале года Росреестром передаются в адрес Минимущества все объекты недвижимости, учтенные в Росреестре, учтенные в ЕГРН. Потом дальше проводится работа по отбору именно объектов под торговлю, да, и под административно-деловые центры из этого вот общего количества объектов. Вот эти работы не проводятся в течение 70 календарных дней. И, соответственно, вот где-то в мае-июне у нас уже есть первый вариант, да, предварительный перечень объектов недвижимости, которые подлежат налогообложению от кадастровой стоимости. Вот этот предварительный перечень размещается для ознакомления и приема замечаний на сайте Минимущества и Центра государственной кадастровой оценки. Далее у нас окончательный перечень, он должен быть утвержден до 1 числа очередного налогового периода, то есть это до 1 января. А кто состоит в межведомственной комиссии? В межведомственная комиссия по установлению фактического вида использования объектов, да, она у нас работает при Минимуществе, и комиссия она работает по заявлениям, когда вот правообладатели согласны или не согласны с фактом включения или не включения, да, объектов в
перечень. В состав межведомственной комиссии у нас состоят представители Минимущества, Центра государственной кадастровой оценки. И так как у нас объекты все-таки являются объектами торговли, да, у нас в комиссии состоят представители Министерства предпринимательства, Координационного совета по предпринимательству при главе республики. Также есть представители Министерства финансов, Управления налоговой службы, Кадастровой палаты, Росреестра. И также еще вот на период 2023-2024 года, да, включены представители администрации 5 населенных пунктов, да, о которых говорила. Это представители администрации города Якутска, города Мирный, Нерюнгри, Алдан и Ленска. Ольга Михайловна, расскажите, как будет рассчитываться налог? Налог будет рассчитываться от кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость в настоящее время он уже рассчитан, да, и есть в сведениях ЕГРН. То есть, чтобы узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости, его можно посмотреть на сайте Росреестра, либо заказать выписку из ЕГРН, чтобы узнать, какая кадастровая стоимость будет, и она у нас умножается на ставку объекта недвижимости. Ставки налога устанавливаются органами местного самоуправления и не должны превышать 2%. Вот. А вот в чем разница, как ранее считалось? Ну, ранее считалась она не от кадастровой стоимости, она считалась по доходам. Ну, точно я этой информацией не владею, да, но сейчас она будет именно считаться от кадастровой стоимости. Нужно еще отметить то, что вот у нас в этом году проходит Центром государственной кадастровой оценки, в этом году проходит переоценка всех земельных участков, да, и в следующем году будет переоценка всех объектов капитального строительства. То есть та стоимость, которая сейчас у зданий, помещений, сооружений есть сейчас, да, она будет действовать в следующем году, а уже вот с 2024 года у нас будет новая кадастровая стоимость для этих объектов недвижимости. С информацией о том, как она изменится, да, можно ознакомиться у нас на сайте. То есть у нас сейчас по земельным участкам предварительный перечень. Проект отчета, он уже размещен на сайте Центра государственной кадастровой оценки, и можно заранее до его утверждения ознакомиться, и в случае согласия или там уточнения каких-то данных можно обратиться в наш центр. Ольга Михайловна, спасибо за подробную информацию для наших телезрителей. Спасибо, что ответили на наши вопросы. А я напомню, гостью сегодняшней программы была Ольга Атласова, заместитель директора Центра государственной кадастровой оценки. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.